Уйгуры, мусульманский народ оккупированного Китаем Восточного Туркестана, обратились со страстным призывом к совести международного сообщества, спрашивая, будет ли мир действовать вовремя, чтобы положить конец геноциду со стороны китайцев, или просто продолжит наблюдать. Правительство Восточного Туркестана в изгнании заявило, миру пора выйти за рамки простого признания и сделать быстрый необратимый шаг, чтобы привлечь Китай к ответственности. В пресс-релизе также говорится, мы стоим на перекрестке. История запомнит этот момент, предпримет ли мир действия, чтобы предотвратить уничтожение нации, или мы позволим этой темной главе, несомненно, быть вписанной в историю и проложить путь для подобных злодеяний, которые будут разворачиваться в будущем. 25 августа Amnesty International опубликовала специальное заявление о Камиле Вахид, 19-летней уйгурской студентке, которая была приговорена Китаем к 3 годам тюремного заключения и отбывает наказание в женской тюрьме Муш в Кашгаре. В своем заявлении организация призвала власти Китая освободить девушку. В заявлении подчеркивается, что Камиле стала жертвой не только реализации своего права на выражение личного мнения, но и несправедливой политики Китая в отношении этнической и религиозной идентичности уйгурских, казахских и других мусульманских этнических групп. Китайская статистика показала, что каждая из 13 атомных электростанций Китая сбросила в океан в 10 раз больше радиоактивного трития в 2021 году, чем количество, запланированное к выбросу через год с японской АЭС Фукусима Дайити. На повестке дня остается вопрос о нанесении ударов по Восточному Туркестану в процессе испытаний китайского ядерного оружия. Министр торговли США Джина Раймондо посетила Китай в то время, когда американские компании, ведущие бизнес Китая, все больше обеспокоены инвестиционным климатом из-за растущей геостратегической конкуренции и политической напряженности между двумя странами. Раймондо находится в Пекине в рамках 4-дневного визита в Китай, направленного на укрепление торговых связей между двумя крупнейшими экономиками мира и объявление торговых мер национальной безопасности США, не подлежащими обсуждению, сообщает «Голос Америки». Сообщается, что прибыль промышленных компаний Китая в январе-июле 2023 года сократилась на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным Национального бюро статистики, общая прибыль промышленных предприятий с годовым оборотом более 20 миллионов юаней в январе-июле составила почти 4 триллиона юаней. Следственный комитет России подтвердил, что основатель Вагнера Евгений Пригожин был среди погибших при крушении частного самолета в Тверской области. В заявлении указывалось, что личности 10 погибших были идентифицированы и что результаты были такими же, как и в списке, опубликованном 23 августа, в который вошли те, кто погиб в самолете.